Здравствуйте, в эфире канала ГРТ Хаберляр. В студии работает Татьяна Ставилова. В этом выпуске. Коллектив ГРТ не согласен с необоснованными обвинениями в свой адрес. Сотрудники дорожной полиции Камрадского района призывают всех водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Благословение священника Качурийского монастыря получили жители и гости столицы Гагаузии. ГРТ игнорирует подготовку к референдуму 2 февраля. Такая информация появилась в некоторых СМИ. Коллектив ГРТ обвинения считает необоснованными. С подробностями наш корреспондент. В СМИ было опубликовано открытое письмо депутата парламента Республики Молдова Ирины Влах на имя председателя общественной компании ГРТ, в котором компания обвиняется в неоперативном освещении событий по подготовке референдума 2 февраля в Гагаузии. Исполняющий обязанности директора телевидения Виталий Гайдаржи считает обвинения необоснованными, так как на протяжении более 2 месяцев в ежедневных выпусках новостей и телевизионных передачах подавалась информация о подготовке к референдумам. Я хочу сказать, что с недоумением и негодованием на сайте Gagauzinfo МД, которая подконтрольна Ирине Федоровне Влах, 20 января 2014 года я прочитал информацию, статью такую, которая была опубликована с таким названием: «ГРТ игнорирует подготовку к референдумам 2 февраля». Что можно сказать по этому поводу? Все обвинения со стороны депутата Ирины Федоровны, они голословны. Они не соответствуют действительности. Я хочу сказать почему. Еще задолго до проведения, до назначения официальной даты референдума в Народном собрании, то есть 27 ноября, общественная компания ГРТ проводила тематические передачи. Это, скажу так, в передаче «Обсуждаем вместе», начиная с августа месяца, мы затрагивали постоянно тему референдума. Передача «Интервью с Септеминой». Это в этом году 2 передачи также были посвящены теме референдума. Ну а что касается теперь новостей. В новостях, у меня тоже подборка сделана, в новостях, начиная с 27 ноября 2013 года, ежедневно у нас мы информируем телезрителей о проведении референдумов, 2 референдумов. В адрес Башкана Гагаузии Михаила Формузала поступило письмо, адресованное также и спикеру Народного собрания Дмитрию Константинову, в котором проживающий в настоящее время в России уроженец Молдовы Дмитрий Якубов выражает готовность взять на себя расходы по проведению законодательного и консультативного референдумов 2 февраля. Уважаемые господа Башкан и председатель Народного собрания Гагаузии. События, происходящие на данный момент в Гагаузии в связи с инициированным референдумом, получили большой резонанс и широкое освещение далеко за пределами Молдовы. Должен признаться, что, находясь далеко от родины, я испытываю большую гордость за жителей Гагаузии. Уверен, что большинство населения республики сегодня видит в гагаузах пример гражданской активности и патриотизма. Неоспорим тот факт, что референдум является законным правом граждан на выражение своего мнения по самым актуальным вопросам. Во всем цивилизованном мире проведение консультаций с населением считается достижением правящих режимов и признаком работающей демократической системы. Я считаю, что попытки руководства республики воспрепятствовать проведению референдума в Гагаузии не поддаются логическому объяснению, а следовательно наводят на мысли об антинародной сущности властей и возврате, как нам казалось, давно ушедших сталинских репрессий. Помочь людям высказать свое мнение. То есть если руководство нас ведет куда-то, должен спросить у нас, хотим ли мы туда идти. Но есть бюджет этого мероприятия. Если это будет больше, это будет больше. В чем проблема? И люди должны выйти, высказать свое мнение, и весь мир должен видеть, что это демократический регион. В Российской Федерации на сегодняшний день работают около 700 тысяч наших соотечественников. Не от хорошей жизни мы все приехали с родных мест, оставив близких, престарелых родных и могилы предков. Было бы справедливо, чтобы наши голоса также были услышаны руководством Молдовы. Мнение людей Гагаузии следующее. Им не будет стыдно об этом, нашему правительству молдавскому, что будут гастарбайтеры платить, как они думают.
Тут же их матери остались, отцы, братья. Должен пройти референдум. Должен пройти. Они должны прислушаться к высказываниям людей. Референдум должен быть, и он будет. Вот мы собрались все за референдум. Мы все пойдем. Мы на это все согласны. Потому что Евросоюз нас всех убьет. Люди все будут искать, без работы останутся. Напомним, накануне был объявлен всенародный сбор средств для проведения на территории Гагаузии законодательного и консультативного референдума 2 февраля. Необходимость в этом была вызвана тем, что после решения судебных органов о незаконности референдума официальные бюджетные операции, связанные с подготовкой и проведением плебисцита, были заблокированы. Для проведения референдума в бюджете Гагаузии на 2014 год были заложены 940 тысяч леев. К другим темам. Сотрудники дорожной полиции Камрадского района призывают всех водителей и пешеходов быть предельно осторожными в связи с резкой переменой погоды. За последние сутки как на территории Молдовы, так и в Гагаузии резко похолодало, за счет чего в ночное время суток на дорогах образуется гололедица. Хотелось бы призвать всех водителей и пешеходов к тому, чтобы водители соблюдали скоростной режим. Также, в первую очередь, транспортные средства, которыми они управляют, должны с 1 декабря быть с зимней резиной. Также пешеходам хочу обратить их внимание на то, что транспортное средство не может остановиться, то есть взять и остановиться полностью, так как гололед, и это не позволяет достаточно быстрого торможения. Как отметил инспектор службы технического надзора дорожных происшествий Камрадского района Вячеслав Пукол, водители, управляющие транспортными средствами с резиной, предназначенной для летнего пользования, подвергаются штрафу в размере до 10 условных единиц или 200 леев. Будьте внимательны на дорогах и в нужном месте переходите дорогу, так как скользко. Как сообщили представители службы технического надзора дорожных происшествий в Гагаузии, в связи с гололедом дорожно-транспортных происшествий зафиксировано не было. Полина Барбова, Григорий Ставилов, ГРТ, Хаберляр. Новости короткой строкой продолжают выпуск. Уже в 127 населенных пунктах из 14 районов страны существуют проблемы с подачей электроэнергии. Пострадали также Яловенский, Страшенский и Штефанводский районы. Провода оборвались из-за наледи. Больше всего сел без света в Новоанненском, Чемишлийском, Криулянском, Каушанском районах. По всей стране работают сейчас 38 ремонтных бригад. Этой ночью из-за сложных погодных условий на дорогах страны произошло 9 аварий. По данным Национальной патрульной инспекции, 10 человек получили травмы. 5 ДТП произошло в Кишиневе, 2 в Гладянском районе и по одному в Каушанском и Чемишлии. Под Тараклией на дороге застряли 2 грузовика. Трудная ночь выдалась для дорожных служб. В Кишиневе на дороге вывели 70 единиц спецтехники, использовано более 500 тонн противогололедных реагентов. В аэропорту говорят, что пока изменений в расписании авиарейсов нет. 13-летний Сарин Дица, скончавшийся 2 года назад при операции по удалению миндалин, страдал редким хроническим заболеванием. Специалисты представили прокурорам заключение уже 3-й экспертизы, которая показывает, что врач-анестезиолог не виновен в гибели ребенка. Ни прокуроры, ни родители погибшего мальчика с таким заключением не согласны и намерены обратиться к специалистам в Румынию. Почти 2 миллиона евро инвестиций будет привлечено в свободную экономическую зону в Бельцах в этом году. 3 компании с иностранным капиталом отобраны в результате конкурса, состоявшегося 16 января. Производителям и переработчикам табака не стоит рассчитывать на помощь государства в этом году. Такого мнения придерживаются в Министерстве сельского хозяйства. Здесь говорят, что субсидирование табаководов не предусмотрено, так как Молдова, по примеру Евросоюза, ведет борьбу с курением. Другие причины отсутствия интереса связаны с нерентабельностью производства табака в стране. В Молдову с 2-дневным визитом прибыла делегация Венецианской комиссии Бюро ОБСЕ по демократическим убеждениям и правам человека. Члены делегации встретятся с председателями парламента, Конституционного суда и ЦИКа, а также депутатами парламентского большинства и оппозиции. Визит делегации Венецианской комиссии в Кишинев состоится в контексте инициированных властями реформ, в том числе в области правосудия и в избирательной сфере. Благословение священника Кочурийского монастыря получили жители, гости столицы Гагаузии и наша съемочная группа.
В центральном рынке города Камрат монах Варлам из Качулийского монастыря окропил священной водой людей, которые выстраивались в очередь, чтобы получить благословение у священника. По словам монаха, самое главное, чтобы люди знали, что крещенская вода особенная, святая и приносит духовное и телесное здоровье. Мы пришли к вам, чтобы окропить святой водой и дать вам маленькую надежду, чтобы перевернули вы все взгляды на эту жизнь тяжелую. Пусть трудолюбивый гагаузский народ рожает детей, сажает сады и виноградники. Мира и спокойствия в ваших душах, в ваших семьях. Да сохраним нашу православную веру, наши традиции наших предков. С праздником вас! Люди верят в чудесные целительные свойства крещенской воды. Жительница Камрата говорила нам, что вода помогает справиться со стрессами и волнениями, придает силы, возвращает уверенность в себе. Больная очень, и хочу, чтобы осветили немножко перед этой иконой. Видела-то сейчас батюшка, тут и пришли там. Спасибо, которые они пришли, там у нас, чтобы наши веры не забывает. Нужно, потому что все зависит, здоровье от них. И мы молимся каждый день, чтобы нам дали здоровье. В этот же день люди отдавали пожертвования для Качулийского монастыря. Майя Садович, Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, ГРТ Хаберлар. Общественное объединение «Айдынык» провело конкурс стихов, эссе и рисунков «Колода-2014». В минувшие выходные прошло награждение победителей. Из 100 участников 13 воспитанников учебных заведений Гагаузии стали призерами этого конкурса. В конкурсе «Колода-2014» приняли учащиеся 5-8 классов. Работы оценивались по 3 номинациям. Первые стихи о Рождестве, о зимних праздниках, о просветителе протоиерея Михаиле Чекире, о Гагаузии, о Буджаке, о своем родном селе, о семье. Второе эссе на темы «Ниче Гагаузлар или Рибакардалар Колодеи», «Кыш юртулары шейн заман», «Гагаузларын кыш адетлери», «Айбоба Михаил Чекир ерми биринчи асирда», «Неверді Гагаузлара Айбобанын изметлери», «Ах буджам, сана майылым», «Кыш вакыды Гагауз ерінде», «Ниче безевда geçirер Колодеи». Третьи рисунки на тему Рождества, национальных праздников, святок, семейных традиций, о просветителе протоиерея Михаиле Чекире, о семье, о матери. Я давно пишу стихи на гагаузском языке, и решила, чтобы вывести себя в свет. Это мой дебют, кстати. Первый, кто узнал о моем увлечении, это объединение «Айдынык». Я написала стихотворение, 2 стихотворения, отправила 2 стихотворения. Первое посвятила протоиерею Михаилу Чекиру, а второе родине. Черкин улыркыш түркісі үзілді. Босылды gökyüzü, садигарга учи каранlık. Geldi kış sert boyraz yok şinlik. Cacazım sıkıldı, kan durdu. Yaşamam su gibi buz oldu. Участники конкурса имели возможность участвовать только в одной номинации. Главной задачей этого конкурса была пропаганда гагаузского языка, пропаганда наших традиционных ценностей. Также было одной из целей возбудить интерес среди учащихся, в основном старших классов, писать на гагаузском языке, излагать свои мысли. А также конкурс рисунков, чтобы наши традиции дальше продолжали жить, передавались из поколения в поколение. Ученик самостоятельно что-то делает. То есть он ни компьютер, ничего не пользуется, делает. По этому критерию, то есть проявил способность, талант. Это надо ценить человека. По итогам конкурса будет подготовлен сборник на гагаузском языке лучших стихотворений, эссе и рисунков. Светлана Димитрогла, Артем Запорожец, ГРТ Хаберляр. Гагаузы издавна отмечали Бабий день. У них сложились свои обычаи и празднования. В селе Бешалман некоторые женщины и по сей день придерживаются давних традиций. Одна из них – Евдокия Семеновна Карым.
Сегодня Бабий день отмечает большинство женщин. Они собираются за накрытым столом и в веселой компании с песнями, танцами отмечают Бабий день. Изначально же день посвящался повитухам. Именно для них организовывали этот праздник. Жительница села Бешалма Евдокия Кырым 20 лет проработала в больнице санитаркой. Видела, как принимают роды и всегда помогала врачам. Она рассказала, что волею судьбы ей самой пришлось однажды принять роды. Соседка начала рожать, а они бедные. Нету бензина, нету транспорта, денег нету идти в роддом. А зима была до колени, этот снег. Пришел стучиться, говорит: Дуся, моя жена рожает. И когда пошла женщина, роды начались, а я не знаю ничего, но молилась Богу, Бог помог. И с Божьей помощью она родила, я приняла ребеночка, как положено. Евдокия Семеновна каждый год в Бабий день накрывает праздничный стол и ждет гостей. Поздравить ее пришла и директор музея села Бешалмы Людмила Карачебан. Она рассказала об особенностях празднования этого дня у гагаузов. В этом году зима еще не порадовала снегом, но по традиции женщин-повитух катают на санях, выражая свое уважение и благодарность. Праздник по традиции отмечают с широким размахом. Karşıydı, oturdular kızak üstüne de gezdirirler mahallelerde. Ama yoksa kar oturdular yaparlar öyle uşağın kalaskasına yukarısına çıkarıp tekerlekli üstüne oturdular bir slemgecik üstüne de götürüyorlar babuyu Pınar'a. Pınar'da da çıkarıp suyu dökerler babunun eline, orada da yıkarlar babunun yerlerine. Yolda küvit ederler düğünde karı gezdirirler nice царицей. Евдокия Кырым говорит, что за помощью к ней приходят более 100 молодых женщин. Она проводит различные процедуры для облегчения родов или послеродового состояния. У меня сейчас где-то 24 женщины обращалось. Это 24 женщин, 12 родили, не 100%. Потому что от Бога, наверное, может у них там другие проблемы, я знаю. А Бабин день они заходят с подарками. Заходят, я встречаю их, готовлю грею горячей воды. Они приходят с полотенцем своим, это с мылом, и они наливают, и я мою лицо, руки и приглашаю их в дом, чтобы как эта вода легко, так и чтобы они в дальнейшем рожали детей. Сегодня Евдокия Семеновна работает в детском саду. У нее 3 детей и 6 внуков. Она обожает детей и всегда готова прийти на помощь, чтобы подарить радость материнства и другим женщинам. Я очень довольна, что Бог дал, как я хотела. Наверное, если был бы больница в роддом, я работала роду принимала, работала санитаркой там, чтобы роду принимать. Потому что я очень люблю женщинам помогать. Это очень хорошо. Евдокия Кырым говорит, что умение помогать женщинам ей дал Бог. Пусть же он оберегает ее в жизни, здоровья, счастья и долгих ей лет. А люди пусть сохраняют красивые обычаи празднования Бабьего дня. Татьяна Ставилова, Артем Запорожец, ГРТ, Хаберляр. В Камрате прошел турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. На 2 борцовских коврах спортивного лицея будущие чемпионы страны и мира оттачивали свое мастерство и в упорных схватках достигали вершин. Борцы автономии очередной раз доказали, что вольная борьба жива своими техничными схватками. Турнир мне понравился. В финале было чуть-чуть сложно. Выиграл. Будет очень сложно, потому что есть соперники, с которыми можно спарринговаться и набираться опыта. Надо ежегодно проводить такие турниры, чтобы заинтересовать народ, который может заниматься этим видом спорта. Сильные соперники, да. Надо готовиться на тренировках, заниматься сильнее. Наставники считают, что такие турниры следует проводить чаще, так как дети набираются опыта. Я работаю год тренером. Вышли 2 в финал, есть уже призеры, 3, которые заняли. Я считаю, что таких соревнований надо проводить почаще. Это дает опыт детям, они набирают большой опыт. На открытии турнира ребятам пожелали больших побед и высоких наград. В финале турнира нокаут чувствовался как на ковре, так и у болельщиков, которые поддерживали спортсменов. Всем победителям были вручены грамоты и медали.
И о погоде. Настоящая зима только начинается. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют снегопад и резкое похолодание. В среду снег выпадет почти по всей стране. Днем нас ожидает температура до -5 градусов по Цельсию, а ночью до -10 градусов. Также остается в силе желтый код в связи со сложными погодными условиями. Выпадут осадки в виде дождя, местами пройдет мокрый снег. Это были все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.